В Ахдате снесли мечеть. Месть Рахмона. Наказание электричеством. Кыргызстан. ГКНБ закрыл еще 32 мечети. Местные исполнительные органы города Вахдат начали снос мечети в кишлаке Арбоб. Побывавшие в кишлаке журналисты радио Азади обнаружили мечеть Хаджи Бахриддина в полуразрушенном состоянии. По версии местных жителей, решение о сносе мечети связано с тем, что с этого кишлака в ряды армии отправилось недостаточное число новобранцев. Таджикские власти и ранее прибегали к подобного рода шантажу для выполнения плана по призыву в ряды армии. Так, например, в 2019 и 2022 годах жители Джайхунского и Нурабадского районов пожаловались, что им закрыли 3 существующие мечети и отключили электричество, требуя выполнить план по призыву новобранцев. Наша махалля большая, здесь 3 мечети. 2 мечети закрыли неделю назад, 3-ю 3 дня назад. Из-за того, что молодежь не идет в армию, подтвердил тогда местный житель Хашим Чиллаев в телефонном разговоре с журналистами. По данным АЗД-ТВ, позднее власти провели собрание с жителями и потребовали по 10 тысяч самани с каждой мечети для восстановления электроэнергии. Напомним, что в целом снос и закрытие мечетей с последующим превращением их в местные клубы или мест для проведения различных мероприятий началось еще в 2006-2007 годах и продолжается по сей день. Только лишь в 2017 году под разными предлогами в стране было закрыто около 2000 мечетей. Все-таки разобрали мечеть и дальше разбирают. Мать одного из лидеров таджикской оппозиции Шарафиддина Гадоева, Айшаму Абдулоева, сообщила в беседе с радио Азади, что утром 11 октября сотрудники районного отдела электросетей пришли к ее дому и отрезали ее домовладение от электроэнергии. Я спросила их, почему они обесточили мой дом, ведь у меня нет долгов за свет, и я исправно плачу каждый месяц по счетам. Они ответили, что ваш сын выступал в Германии, критиковал президента, так что это приказ сверху. Они совсем не слушали меня, говорит женщина. Гадоев был одним из участников акций протестов во время визита Эмомали Рахмона в ФРГ. Позже он сообщил, что после этого силовики задержали его мать. Мачеха председателя движения «Группа-24» Сухроба Зафара Оиша Мирзоева также сообщила, что сотрудники электросетей пришли к ее дому в селе Кадучи и перерезали электрические провода. Среди тех, кто перерезали провода, был и начальник районного отдела электросетей. Я спросила у него, за что вы перерезали провода? Разве у меня имеется задолженность? В ответ он заявил, что это приказ сверху, и свои претензии я должна предъявлять руководству района. Я зашла в райотделение ГКНБ Таджикистана. Там сказали, что ничего об этом не знают, и обещали, что все выяснят и позвонят, рассказала Мирзоева. Напомним, что 28-29 октября во время визита Эмомали Рахмона в Германию таджикские активисты и представители оппозиции устроили акцию протеста. Причем в ходе протеста автомобиль, на котором передвигался президент Таджикистана, был закидан яйцами. После этого находящиеся в Таджикистане родственники и близкие активистов были доставлены в органы и подверглись долгим допросам и психологическому давлению. Некоторых даже заставили под видеозапись выразить осуждение действий оппозиционеров против так называемого Джаноби Оли. Международная правозащитная организация Human Rights Watch 6 октября заявила, что после акции протеста в Таджикистане были задержаны и допрошены около 50 родственников представителей оппозиции. Президенти манест, раиси ҷумҳури манест диктатор. Метонем равем падарам, касеро ки мехоҳед мебарен, навор мекунен, чикор мекунен. Агар мард бошен, амрои ман суҳбат кунем, ман то охир меравам. По данным наших источников, во время пятничной молитвы в столичных мечетях правительственные имамы также выступили с осуждением участников протеста, зачитав имена каждого участника, проклиная и оскорбляя их с минбаров. مردمانی که خودشان دروغگو هستند چیکار میکنن؟ مردم ملت تاجیک و دروغ گفتن تهمت میزنن، حکومت کشور را
تهمت میزنند. این خودش افترا هست. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил, что закрыл 32 мечети и 5 медресе в Ботканском районе. Решение было объявлено 10 октября, пишет Азади. Запрет деятельности мечети и медресе был принят на основании заключения специальной комиссии, заявили власти. Также руководители еще 55 мечетей и 6 медресе Ботканда были предупреждены о нарушении закона о свободе совести, требований архитектуры и строительства, санитарно-технической и пожарной безопасности. Сегодня мы видим, что негативные последствия показываются, стали влиять и на социально-общественную, социально-политическую ситуацию в стране. Напомним, что в июле текущего года ГКНБ инициировал создание специальной комиссии, в которую вошли работники МСУ, УВД, ГУ «Кадастр», МЧС, ГСН, Госкомиссии по делам религии, ГКДР и ДУМК. В ходе прошедших проверок в Джалалабадской области комиссия выявила 60 мечетей, не прошедших учетную регистрацию в ДУМК и ГКДР. 33 в Сузакском районе, 2 в Базар-Каргонском, 5 в Ноокенском, 3 в Аксийском, 5 в Чаткальском, 1 в Токтагульском, 7 в Тагус-Тараусском, а также 3 в Джалалабаде и 1 в Майлоусу. В Ошском районе приостановлена работа 39 мечетей и 21 учебного заведения, сообщало тогда ведомство. Основная цель – это противодействие радикализму и экстремизму. В августе этого года в аппарате муфтия Кыргызстана сообщили, что мечети и медресе в Бишкеке также будут проверены комиссией, но о результатах проверок в Бишкеке до сих пор ничего не известно. Бүгінгі күнде мешіттердің саны 2657 каттаудан өткені, каттаудан өтпегенде мешіттер